Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер және білім алушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жіктік жалғау. Наша тема сегодня личное окончание в казахском языке. Данная категория присутствует в русском языке тоже, но отличие в том, что в казахском языке она используется наиболее обширно. Почему? Объясняю. Если в русском языке личное окончание присутствует, например, только в глаголах, когда мы говорим, спрягаем по лицам глагол, он меняется. Например, я хожу, ты ходишь, он ходит, мы ходим. То есть разные грамматические формы в данном случае. Но если мы возьмем прилагательное или существительное, например, я человек, ты человек, он человек, слово человек никак не будет меняться. Либо прилагательное, я хороший, ты хороший, он хороший. Все просто хорошие. Одно слово, никак не меняющееся. А в казахском языке как прилагательное, так существительное и глагол, еще какие части речи могут спрягаться в этом и склоняться в этом окончании, все будут меняться по лицам. Сегодня мы рассмотрим, как будет меняться личное окончание у глаголов, у прилагательных и у существительных. Это самые активные части речи. Сонымен, чтобы проспрягать или просклонять слово, нам нужно сперва определиться с лицами. Мы употребляем здесь личные местоимения. Мен, сен, сіз және ол. Бірінші жақта мын, мен, бын, бен, пын, пен. Это все одно окончание, просто разные фонетические варианты в соответствии с законом сингармонизма казахского языка. Сен, сын, сын. Во втором лице немножко легче. Здесь всего два фонетических варианта, одна группа. Сіз, сыз, сіз. Және ол, жақсы, ол адам, ол барды. Ешқандай жалғау жоқ. Но здесь есть такая особенность. Если в существительных и прилагательных здесь нету окончания, то в глаголах в некоторых временах будет окончание. Сейчас мы не будем каждое время здесь расписывать. Скажем, что нету окончания. А когда будем проходить, и мы уже в предыдущих уроках некоторые времена проходили, вы там заметите, что где-то есть окончание, где-то окончания нету. В большинстве в третьем лице окончания нет. Мысалы, везде в примерах давайте приведем одно прилагательное, одно существительное и один глагол. Мен студент, пен, бұл зат есім. Мен сүйкімді, мен, бұл сын есім, прилагательное. Сүйкімді – это милый. Және мен етістікті аламыз. Бар, барды, жоқ, барамын. Мен барамын. Но также хочу еще раз напомнить, что в разных временах, именно у глагола в разных временах будут разные немножко окончания. Но в большинстве я сейчас приведу только сауспалы, осышак, примеры, потому что они абсолютно совпадают с вот этим фонетическим вариантом окончания. Мен барамын, я хожу или я пойду. Сен студентсің. Как будет сүйкімді? Сен сүйкімдісің. Және сен барасың. Здесь я в первом лице не объяснила,
какому варианту мен, какому бен, какому пен, потому что мы с вами учим уровень А2. Я уже надеюсь на ваше интуитивное знание, какое окончание нужно подставить. Ну, если вкратце, то обычно, когда у нас слово заканчивается на гласный, и там очень много звука, вернее, он состоит только из звука слова, окончания слова, то мы добавляем мен. Если это у нас сонорные и звонкие жз, это бен. Остальные звонки, которые оглушаются в конце слова, это пен. И также глухим добавляется пен. Вы это уже знаете, я надеюсь. Siz студентсіз. Siz сүйкімдісіз. Және siz барасыз. Заметьте, к твердому слову твердое окончание, к мягкому, соответственно, мягкое. Және ол, мен жазбай қояйын, ол студент, ол сүйкімді, ол барады. Видите, вот здесь в глаголе, раз уж мы взяли глагол ауспалы осушақ, барады, здесь окончание уже будет. Угу. И прошу вас не путать, если бы мы сказали барды, это было бы жедель өткен шақ, это был бы аффикс прошедшего времени. Здесь это окончание личное третьего лица. Ол барады. Теперь сразу же перейдем к множественному числу. То есть я и меня много, это уже мы, без. Ты и вас, тебя много, сендер. Спайтер сіз, сіздер, және ол, олар. Көпше түрі оның жалғаулары. Так же, как в личном, во множественном числе, у первого лица есть 6 фонетических вариантов, 3 группы. Мыз, міз, біз, біз, пыз, піз. Заметьте, почти то же самое, что здесь, только конец окончания звуком «з» заканчивается. Мен, мыз, мыз, бен, біз, біз. Сендер тоже несложно запомнить. То же самое, что и здесь, но потом мы добавляем окончание множественное. Сендер, сыңдар, сіңдер. Сіздер, то же самое. Сыздар, сіздер. Және олар. Вот здесь нужно запомнить, что к зат есім существительным. Олар оқушылар. Мы добавим көптік жалғау. Например, они ученики. Также в казахском языке олар оқушылар. Здесь уже будет просто множественное окончание добавляться. К сын есім прилагательным. Например, жақсы. Вот здесь мы ничего не добавляем. Здесь обратно нулевая форма будет. Мы не можем сказать олар жақсылар или олар сүйкімділер. Угу. Тогда мы субстантивируем, и здесь немножко будет другое значение. Поэтому здесь к сын есім никакого окончания не добавляется. Және етістік к глаголу олар барады. Д, Д, Т, Т. Вот здесь тоже нужно было написать, что к етістік глаголу мы добавляем Д, Д, Т, Т. Это если у нас ауспалы осы шақ. Угу. Давайте запишем примеры именно. Я надеюсь, здесь вам все понятно. Давайте вместе устно с вами проспрягаем, просклоняем вот эти 3 слова. Біз студент, біз, дұрыс. Біз сүйкімді, міз, дұрыс. Және біз бара, дұрыс. Біз барамыз. Сендер студент,
Сіңдер, сендер, сүйкімді. Сіңдер және сендер барасыңдар. Сіздер, студент, сіздер. Сіздер, сүйкімді, сіздер. Сіздер барасыздар. Теперь просклоняем именно вот, напишем сюда третье лицо. Олар, студенттер. Удваивается Т, потому что көптік жалғау. Олар, сүйкімді. Нулевое окончание. Және олар барады. Это у нас окончание времени ауспалы осы шақ. По значению ауспалы осы шақ это как present simple в английском языке. Олар барады, они ходят. Но также может давать значение они будут ходить. Я надеюсь, что по данной грамматике вам все понятно. Личное окончание знать и освоить очень важно. Без этого знание казахского языка сводится к нулю. Поэтому я предлагаю вам выполнить все практические задания, которые прикреплены под данным уроком. Назарларыңызға көп рахмет.